М-класса. Первый шаг, который я сделала для достижения своей цели, это успешная учеба. Я призер школьных, городских, областных олимпиад по русскому языку. Второй шаг – это мое саморазвитие. Я активист Республиканской единой детской юношеской организации «ЖАС УЛАН». Третий шаг – это мое духовно-нравственное воспитание. Я человек, который всегда придет на помощь. Я волонтер. Cadet of the 11V14 of the School 5 named Bolan Tomashova. My name is Диастас. Я являюсь командиром роты в звании вице-старшего сержанта. На данный момент занимаюсь по программе медали Эльбаса, где из 5 возможных направлений успешно прошел 3. Являюсь президентом дебатного клуба «Ложный полтора». Меня зовут Галых Кристина, я ученица 10 класса, активистка средней школы номер 11, являюсь призером конкурса «Мисс Экология». Отлично учусь, пишу статьи в газету «Зеленое яблоко», и я волонтер. Помогать людям – моя хорошая привычка, с которой я иду по жизни и достигаю своих целей. Я волонтер с 13 лет, и волонтерскую деятельность начала с молодежного маслихата «Грин». Я открыла в детской городской больнице библиотеку самостоятельно, и с ребятами из ЖАС УЛАН мы очень часто посещали детские дома и участвовали в экофестивале. Я хочу стать волонтером, потому что очень люблю помогать людям на безвозмездной основе, вкладывая при этом в свою работу всю любовь, душу и талант. Волонтер – это человек, который готов помочь в любую минуту и оказать помощь без какой-либо награды. Хочу стать волонтером, потому что я готова помогать людям бескорыстно. Я хочу стать волонтером, чтобы познакомиться с людьми, которые тоже придерживаются таких целей. Ведь нет ничего сложного взять и помочь, неважно, человек это или животное. Зато ты будешь знать, что все в порядке и можешь идти дальше со спокойной душой. Почему я хочу стать волонтером? Потому что я люблю животных, и мне жалко бездомных животных, потому что в зимнюю пору им очень холодно. Хочу приносить людям пользу, радость, помогая им, оказывая какую-либо помощь, менять жизнь близких и незнакомых мне людей в лучшую сторону, потому что даже самое маленькое, но доброе дело уже хорошо. Идея моего проекта заключается в создании социальной сети WhatsApp-группы для помощи нуждающимся людям. Для этого я создам группу нуждающихся и пожилым людям, где они будут просить о помощи в любое время суток, и я приду к ним на помощь. Я предлагаю для развития волонтерства в нашем городе и стране организовать квест по поиску людей. Это связано с тем, что в нашем городе и стране участились случаи пропажи людей. На данном квесте люди будут получать не только медицинские знания, но и в то же время азы по поиску людей. Я хочу предложить свой проект «Эко-ручка» для сохранения природы и снижения выброса пластика, вторичное использование бумаги. Я решила, что это будет удачный проект, поскольку тема экологии сейчас очень актуальна. Сделаем мир чище. Я задумалась о состоянии пожилых и одиноких людей. То есть, если в привычном ритме жизни они могли выходить на улицу, видеться со своими приятелями в том же парке, сейчас им это все запрещено из-за пандемии, и они сидят просто дома. И было бы неплохо устроить такую телефонную линию поддержки, обзванивать, спрашивать, как у них дела, устраивать, возможно, какие-то небольшие конкурсы, устраивать какие-то развлечения и просто уделить внимание самому уязвимому слою общества. Я преследую цель акцентирования внимания экологического движения среди жителей нашего города. Пора меняться. Хотела создать приют для бездомных животных и людей, чтобы они могли переночевать, покушать, отдохнуть, чтобы им не было холодно в зимнюю пору. Может быть, я даже спасу жизнь некоторым людям и животным. Эту маску я сделала сама, и я тебе ее дарю. Спасибо. Я тебе ее дарю. Спасибо. Я тебе ее дарю. Спасибо.